Друзья, всем привет! Хочу поделиться хорошей новостью. Орджоникидский районный суд города Уфы вынес решение по иску Мангутовой Елены Фанилевны, ко мне и к моей семье, по делу, по которому она хотела отсудить у меня 1/3 долю ветхого жилого помещения. И суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Это хорошая новость для меня, во всяком случае, точно. И всех, кто поддерживал меня, так или иначе принимал участие, все, кто задержал за меня кулачки. Всех благодарю, всем большое спасибо. Но решение пока в мотивировочной части не готово, только резолютивная часть была оглашена. Сейчас, скорее всего, Мангутова, та самая дочка бывшего мента Галеева Фанилия Ахметовича, они, скорее всего, будут обжаловать решение в Верховный суд, в апелляцию, потом, возможно, даже в кассацию. Поэтому окончательно радоваться пока рано. Посмотрим, как Верховный суд Башкирии, какую позицию примет Верховный суд, по данному спору. Выяснилось, что у Мангутовой 14 объектов недвижимости. Там и коммерческая недвижимость, то есть нежилая, и жилая. Папочка мент не просто же так старался, принимал участие в фабрикации уголовных дел, в отнятии имущества и бизнеса. Чтобы дочка жила беззаботно, видимо. 14 объектов недвижимости у них было, по выписке из Росреестра информация предоставлена. И несмотря на это, она еще подает в суд на 1/3, чтобы у меня последний, единственный объект недвижимости у меня, у моей семьи, отнять, отсудить. То есть алчность какая, ненасытная семейка. Дочка, видимо, в папу. Там папа рулит, понятно. Рулил. Поэтому такая промежуточная пока победа. Хотелось бы еще обратить внимание на то, что неоднократно я уже упоминал в видеообращениях своих о том, что, ветхое жилье видно по видео, больше жилья нету, жить невозможно, инвалид первой группы. И ни прокуратура, ни администрация города, не реагируют на то, что мне отказали в предоставлении жилья. Что жить-то по сути негде. Никаких мер прокурорского реагирования не предпринимается. Зато когда, поддерживают обвинение по сфабрикованному уголовному делу, здесь, прокуратура бьет себя в грудь. А когда нужно законные меры принять прокурорского реагирования для обеспечения прав инвалидов, жилищных прав, здесь они, сидят, кукурузу охраняют, видимо. Так что такие дела, друзья. Еще раз всех благодарю, кто поддерживает, принимает участие, помогает. Руслану Валиеву респект, лично, индивидуально. Аспекты мнений Башкортостана, аспекты мнений. Смотрите, поддерживайте, делайте репосты. Я думаю, и благодаря их участию, тоже его участию, освещению этой ситуации, тоже суд все-таки принял законное решение. Надеюсь, так и будет продолжаться в дальнейшем. Всего хорошего всем.